возобновления переговоров по Сирии в Женеве вы говорили об осторожном оптимизме, который они у вас вызывают. С чем связан этот оптимизм и есть ли вообще какая-то альтернатива, если переговоры не увенчаются успехом? Альтернатива очень плохая, я считаю, потому что если провалится переговорный процесс, единственная альтернатива – это продолжение кровопролития, возможно, усиление, эскалация жестокости, эскалация вражды. И, возможно, главным актором, который воспользуется, бенефициаром от этого всего, будет терроризм, будет исламское государство. И возможен тотальный, так сказать, хаос в этой стране. И главное, отсутствие перспектив, конечно, вызовет мощную новую волну беженцев из Сирии, которые сегодня угрожают Европе, угрожают ближневосточным государствам. И возможно распространение этой новой волны нестабильности или дестабилизации на соседние страны, которые уже переживают трудности. Это и Ливан, и Иордания, и Ирак, и, в общем, целый ряд других ближневосточных государств. Но на переговоры в Женеве, мы уже знаем, не пригласили курдов. Этому Анкара очень против. Москва выразила уже по этому поводу недоумение. Как вы думаете, вот последствия такой невключенности курдов или каких-то еще групп, какими могут быть? Самыми плачевными, потому что без курдов решить разрубить сирийский узел, решить сирийскую проблему просто невозможно. Ну, во-первых, курдов много. Это самая крупная этническая группа в Сирии, помимо арабов. И курды расселены в основном в северных районах. Они за это время, особенно именно за время гражданского конфликта, они уже создали свою такую квазиавтономию, пускай она не признана официально Дамаском, но тем не менее это самоуправление. Самоуправление весьма эффективное в плане и административных вопросов, и коммуникации, и коммунальных услуг, образования, медицины. То есть это уже система самоуправления, которая является моделью на будущее. И курды стремятся к этому, они стремятся установить контроль над протяженной полосой на севере Сирии с запада на восток. Я бы сказал, что для Турции главная задача не допустить этого. Они хотят не допустить объединения всех курдских территорий воедино. Они обвиняют курдов в этнических чистках и готовы использовать силу для того, чтобы помешать этому. И Россия просто, я бы сказал, не недоумение даже, а я бы сильнее выразился. Она просто считает, что нельзя не допускать курдов к переговорному процессу. Но препятствие состоит в том, что Турция считает и Демократический союз Курдистана во главе с Альхом Муслимом террористической организацией, и отряды самообороны или ополчения курдского, одно из них по-английски акроним это PYD, другое YPG, считает их террористами. Мы так не считаем, и Соединенные Штаты так не считают. И что будет дальше, я не знаю, потому что без них просто решить вопрос нельзя. Мы пытаемся найти какой-то выход из положения. Есть, в общем-то, плодотворный переговорный процесс Керри-Лавров. Я думаю, что эта проблема может быть как-то решена. А на ваш взгляд, при каких условиях удастся убедить Турцию в том, что участие курдов необходимо? Но Турцию убедить будет очень сложно, потому что они совершенно зациклились на курдской проблеме. И Россия пытается найти какие-то другие альтернативные развязки, может быть, предложить какие-то компромиссные варианты, как обеспечить участие курдов. И, кстати, не только курдов, но и другие группы были проигнорированы. Есть организации, лидеры которых находятся в Москве, в Париже, в Лондоне, которые не были приглашены. Есть такие, которые бойкотировали мероприятия в Ар-Рияде, где формировалось вот это объединенное руководство оппозиционными силами для того, чтобы сформировать делегацию в Женеву. И Россия хочет продвинуть всех этих людей для того, чтобы они тоже были представлены в Женеве, потому что без этого процесс будет куцым, и найдутся, главное, участники, которые могут легко это испортить. Россия руководствуется исключительно интересами и желанием урегулировать этот конфликт, или есть еще какие-то подводные течения? Мне кажется, подводных течений нет. Ну, какие у России течения для того, чтобы, скажем, там как-то умиротворить курдов? Никаких здесь подводных течений нет.
действительно у нас есть хорошие отношения исторические с курдами, с курдскими движениями, но мы всегда уважали территориальную целостность и независимость всех тех государств, где живут курды, а курды расселены в 4 государствах, это Турция, Иран, Ирак, Сирия, и мы всегда руководствовались тем, что эти государства имеют нерушимые границы, и курды должны жить в рамках этих государств, но их права должны быть учтены, они должны быть защищены. Тем более, что мы сегодня имеем уже опыт федерализации Ирака. Кто-то его считает не очень успешным, кто-то считает успешным, но факт остается фактом, что курды уже имеют широкую автономию в иракском Курдистане. И, конечно, курды смотрят на этот опыт. И в Сирии, когда курды смогли отстоять город Кобани, когда он был занят исламским государством, потом их изгнали оттуда, этих террористов. И курды имеют опыт борьбы за свои права, которые сегодня эти права никому не отдадут и будут их отстаивать. Говоря о возможности переговорного процесса, камень преткновения – это сирийский лидер Башар Асад. И вы говорили о том, что Россия поддерживает Асада даже не столько его лично, сколько в широком смысле светское госустройство Сирии. А в таком случае те, кто выступают, Запад в частности, выступающие против Асада, в светском госустройстве не заинтересован? Нет, там есть конгломерат разных сил. Есть исламисты, есть либералы, есть прозападные организации, есть демократические, есть не очень демократические, умеренные, неумеренные, есть исламисты. Но, конечно, Сирия имеет уже опыт светской государственности, и он уже как бы вкраплен, внедрен в саму ткань общества сирийского. И в обществе, где есть немалое количество христиан, различных сект, алавиты, сунниты, шииты, исмаилиты, друзы, христиане, этнические меньшинства, те же курды, ассирийцы, туркоманы, невозможно, не защищая этих меньшинств, не выражая интересы этого общества в рамках культурного, этнического, конфессионального разнообразия, обеспечить это иначе, как через секулярную модель, через светскую модель. И есть определенный консенсус по этому вопросу. Но проблема еще не только в светскости, а проблема еще в необходимости децентрализации. И Россия, конечно, выступает за то, чтобы эти все пожелания многочисленных групп населения были учтены в процессе диалога национального примирения. Поэтому вы правильно сказали, Россия защищает, как мне кажется, не лично Асада, она защищает сирийскую государственность. На сегодня Асад легитимный руководитель этого государства, по мнению России. И есть определенный консенсус между Россией и Западом, и в частности США, о том, что ошибки Ирака, где была распущена партия Баас и была распущена армия, не должны здесь быть повторены. Поэтому Россия отстаивает сохранение государственных институтов, и лучше всего, конечно, это сделать в рамках светской государственности, обеспечения прав меньшинств и сохранения всех государственных институтов через демократию, через обеспечение равного участия во власти и в распределении ресурсов для всех. Но вы еще говорили о 3 уровнях конфронтации между внешними игроками в Сирии. Мне хотелось бы услышать поподробнее, во-первых, об этих уровнях, а во-вторых, на каком из них находится самое серьезное, может быть, препятствие для достижения успеха в урегулировании этой ситуации? Первый уровень – это, собственно говоря, не внешний, а внутренний конфликт, но и в нем участвуют внешние игроки, потому что они многих дергают за ниточки. Есть группы, есть там и иностранные граждане, которые воюют. Прежде всего, это радикалы, экстремисты, террористы, воюющие внутри исламского государства, так называемого террористического, или Джабат-ин-Нусра, или других организаций. Но в целом это государство разделено, сирийское общество раскололось. Там есть огромный сегмент населения, что иногда не учитывают наши западные коллеги, лояльный Асаду, его поддерживает, я думаю, не менее 30% населения, а то и больше, может быть 40%. Это огромные проценты, и его интересы есть, их надо учитывать. Там есть и оппозиционеры, они тоже сильные, они сегодня разобщены, к сожалению.
но они есть, и они выступают против этой власти. И поэтому есть гражданский конфликт. Можно это назвать гражданской войной или нет, я не знаю, но это близко к гражданской войне. Второй уровень – это региональные державы. Это прежде всего Иран и Саудовская Аравия, которые находятся в непримиримом противоречии друг с другом. Как один мой американский коллега сказал, эти два государства готовы воевать между собой в Сирии до последнего сирийца. Может, это преувеличение, но во всяком случае, действительно, у каждой из этих двух сторон есть свои близкие ей группы, они защищают интересы этих групп, и они сталкиваются между собой на ближневосточной арене, и в Йемене, и на Бахрейне, и в других государствах, где есть непростые ситуации разлома некоторого этноконфессионального. И, наконец, это разногласие между глобальными игроками, между, прежде всего, Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Есть попытки преодолеть эти разногласия. Когда-то они начинались с острого противоречия вокруг фигуры Асада. Мне кажется, сегодня это смягчено. И все понимают, что требовать какого-то немедленного ухода Асада, я думаю, что сегодня никто уже не делает этого, и Соединенные Штаты этого не делают. Ясно, что он на этот период, на переходный, там остается, и решать его судьбу, как Россия считает, должны сами сирийцы. Ну вот вы уже неоднократно упомянули о возможности сотрудничества США и России, а вот практически где вы видите это сотрудничество, по каким линиям оно может проходить? Ну, самое плодотворное сотрудничество может быть и в антитеррористической борьбе. Ну, просто без него невозможно, никакая сторона в одиночку она не добьется успеха. И я далек от мысли, что какая-то сторона может обеспечить победу над исламским терроризмом в Сирии и Ливане в одиночку. Одними воздушными ударами добиться победы нельзя. Именно поэтому Россия опирается на сирийскую армию, именно как на светскую силу, как на государственную силу, и которая будет играть большую роль в будущем Сирии, безусловно, и которая сегодня окрылена этой поддержкой. Это и, безусловно, отряды курдской самообороны, курдские отряды, их поддерживают Соединенные Штаты, кстати сказать, и действуют с ними совместно. Это и другие какие-то отряды добровольцев, которые туда приезжают. Но понятно, что нужна более серьезная какая-то кооперация между Россией и Соединенными Штатами. Я думаю, она возможна прежде всего в контртеррористической борьбе, перекрытии каналов финансирования экстремистов. И Россия много сделала для того, чтобы нанести удары по нефтяной инфраструктуре, по пути транспортировки нефти, по перекрытию финансовых каналов. Но пока и Соединенные Штаты делают в этом направлении многое, но пока, в общем, как добиться здесь прекращения финансирования террористов как-то у нас не получается. Но при этом вот есть такая степень большая взаимного недоверия, и после ударов, которые начала Россия, зазвучали с разных сторон заявления о том, что Россия на самом деле не бьет по боевикам ИГИЛ и преследует какие-то свои собственные цели. А это как-то удалось разрешить, потому что Россия, естественно, опровергала в какой-то степени, шел разговор о том, что били по тому, по кому нам необходимо бить и так далее. Вот что сейчас? Сейчас, в общем, ничего такого существенного здесь не произошло, кроме того, что, я считаю, Россия сделала две вещи всем очевидные. Первое – это уничтожение нефтяной инфраструктуры. Этого никто не сделал. Ведь Соединенные Штаты год до этого действовали, но этого не делали. И, может быть, как я слышал от некоторых своих здесь друзей, коллег в Соединенных Штатах, они говорят, мы как-то думали, что, может, если уничтожать нефтяную инфраструктуру, пострадает мирное население, не будет отопления, зима, людей жалко. Жалко, вообще жалко воевать, понимаете, а наносить удары, это всегда плохо. Это же живые люди, в исламском государстве живут люди. А взятие Мосула или Ракки, оно что, не приведет к жертвам среди населения, которое там живет? Оно приведет, ведь его не выпускают никуда-то. Это человеческие щиты. Они как заложники используются, жители этих столиц этого страшного образования, которое они называют халифатом, совершенно несправедливо. И мне кажется, что Россия, конечно, она, опираясь на сирийскую армию, она помогала ей продвинуться вперед.
И, кроме того, Россия не ограничивала свои удары исламским государством, это мы знаем, и она действовала и против Джабат ан-Нусра, и против некоторых других отрядов, которые она рассматривала как экстремистские, и даже группировки, которые, может быть, некоторые партнеры наши не склонны рассматривать как экстремистские, но там все признают, что внутри действуют группировки, там, каких-то иностранных джихадистов, скажем, отряды чеченских радикалов, которые приехали из других стран, и еще какие-то люди. И мне кажется, что, наверное, были действия сирийской армии, в том числе и сирийской авиации, для того, чтобы расчистить коридор из Дамаска до Латаки и дальше занять какую-то территорию, может быть, около Алеппо, и, может быть, есть план освобождения Алеппо со стороны сирийской армии для того, чтобы дальше двинуться на Ракку и вытеснить исламское государство. Но, повторяю, лучше бы это делать совместно с нашими западными партнерами, потому что, опять же, вытеснишь ты их оттуда. Они все побегут в Ирак, некоторые из них бегут в Ливию спасаться, некоторые растворяются в местном населении, в суннитских племенах. Ведь всех не перебьешь, этих исламистов. Это же должна быть какая-то мощная всеобъемлющая стратегия для противостояния терроризму. Ну и, опять же, новостью этой недели стало взятие под контроль силами Башара Асада провинции Латакия. И некоторые предположили, что в данном случае скорее символическое, чем военное значение имеет этот акт. Как вы считаете? Я согласен с этим, что, конечно, пока говорить о том, что сирийская армия контролирует значительную часть или большую часть территории страны, хотя она стремится к этому, безусловно. И это понятно, что она стремится. Трудно. Но есть определенные успехи, есть окрыленность, мотивация сирийской армии, что она при поддержке, прежде всего, российской авиации может чего-то добиться. Прежде всего, в борьбе, конечно, с террористическими организациями, где им, собственно говоря, где мы им и помогаем. Но естественно, что ведь боевые действия никуда не скроешься, они идут между сирийской армией и другими отрядами оппозиции. Но мы же не можем, придя по приглашению Сирии туда, сказать: ребята, вот вы не трогайте этих, а вот мы не будем этих. Понимаете, там возникает непростая ситуация, как в любой гражданской войне, что кто-то, может быть, является или хотел бы, так сказать, стоять на каких-то умеренных позициях, но если выступает он с оружием в руках против сирийского режима и армии, он, естественно, получает отпор, даже если он умеренный, светский, а как иначе? И поэтому здесь непростая ситуация, надо, конечно, договариваться, помочь сирийцам договориться между собой. В этом, собственно говоря, и дело. И мне кажется, что сейчас пока говорить о каком-то решающем успехе трудно, но сирийская армия старается поставить под свой контроль наибольшую часть территории для того, чтобы обеспечить также себе и выгодные позиции в переговорном процессе. Если мы говорим о переговорном процессе, кто, на ваш взгляд, в идеале должен находиться за столом переговоров для того, чтобы какого-то успеха можно было достичь? Мне кажется, главное – это инклюзивность, первый принцип. То есть как можно большее число групп было бы представлено. У всех невозможно, это нужно там сотни, наверное, группировок собрать, да, или там 100-150. Но люди, которые имеют уполномоченные максимальным числом групп представлять их интересы. Это первый принцип. И второй принцип, первый это инклюзивность, а второй это эксклюзивный принцип, принцип исключения тех, кто признан в качестве террористов. И здесь есть определенные разногласия между глобальными и региональными игроками, кого же считать террористами, кого пускать в переговоры, кого не пускать. Но понятно, что этот ИГИЛ, он не участник переговоров. Понятно, что Джабат ан-Нусра не участник. Есть несколько других мелких организаций, там, скажем, есть такой, Джунд аль-Акса, есть еще какие-то группы, которые, более-менее признаны всеми, что они террористы, они хотят создать там государственность типа той, что мы видим в Ракке. Это неприемлемо для всех. А нет ощущения того, что для того, чтобы за стол переговоров посадить все эти разные разрозненные, неразрозненные группировки, Соединенным Штатам и России нужно сначала договориться по каким-то понятийным моментам? Наверное, было бы неплохо, но мне трудно судить ввиду закрытости этого процесса. Я имею в виду формат Керри-Лавров, но во всяком случае по слухам и потому что можно заключить из высказываний и одного, и другого
руководителя внешнеполитических ведомств, процесс идет благоприятно. И есть очень важные, так сказать, шаги навстречу друг другу, которые согласованы, которые ведут к взаимопониманию. И мне кажется, что Сирия как раз то место, где можно договориться. А вы, возвращаясь к наземной операции, вы ее назвали одним из факторов, который может изменить правила игры в контексте разрешения сирийской проблемы. А какие еще факторы существуют? Ну, существует, как вот я уже сказал, обострение иранско-саудовского соперничества и вражды после исполнения, приведения в исполнение приговоров в Саудовской Аравии, в частности, против проповедника Нимра, что вызвало острую реакцию в Иране и нарастание напряженности между этими государствами. Я думаю, что здесь, конечно, есть и сложности, возникшие в связи с тем, что после того, как Турция сбила российский самолет, и что вызвало обострение в российско-турецких отношениях, прежде весьма хороших и достаточно дружественных, и целый ряд других факторов, среди которых, конечно, и неспокойная ситуация в других местах Ближнего Востока, прежде всего в Ливии, в Йемене, да и в Ираке, в общем, там есть определенные успехи. Я думаю, что освобождение Рамади – это очень важный успех, который достигнут с помощью американцев, но прежде всего самой иракской армии. И если начнется, как мы слышим, все время об этом говорят, операция по освобождению Мосула, если она будет успешной, то это будет большой сдвиг в деле борьбы с терроризмом. Цена на нефть во всем этом какую-то роль играет? Ну, цена на нефть, она накладывает определенные ограничения на действия игроков. Если эта цена спустится, как некоторые сегодня уже начинают говорить, чуть ли не ниже $20 за баррель, это, безусловно, ударит по всем. Ударит и по Соединенным Штатам, кстати, и по России, и по Ирану особенно. И, конечно, выплескивание на мировой рынок огромное количество нефти в результате снятия санкций с Ирана, в результате желания Ирака больше нефти продавать и недовостребованности этого продукта. Сегодня в краткосрочной перспективе, тем более с учетом некоторого, так сказать, спада в развитии китайской экономики, где мощный был спрос на нефть, я думаю, что это может, конечно, внести некоторые коррективы в планы различных государств. Но в целом, даже с учетом вот этих некоторых кризисных элементов в развитии на нефтяном, на энергетическом рынке, все равно есть геополитические интересы главных держав, и глобальных, и региональных, через которые переступить они не смогут, и отказаться они от этого уже не смогут, слишком поздно. Мы в Соединенных Штатах сейчас находимся, и грядут выборы. Мы сейчас в предвыборной фазе, очень активной. Как вы считаете, вот все, что происходит, связанное с выборами в этой стране, каким образом будет влиять на возможность урегулирования в регионе? Ну, не мне об этом судить. Безусловно, мы знаем, что в американской политике всегда при сменах президентов была определенная преемственность, потому что все равно страна так или иначе действует в рамках определенного системы сдержек и противовесов. Да? Поэтому я думаю, что если будет, сказать, руководство в лице представителя демократической партии, может быть, больше будет преемственности, но мы же не знаем, но сохранится ситуация в Конгрессе, которая есть сегодня. Если будет республиканский президент, мы не знаем, кто это будет, но мне кажется лично, что в любом случае я могу так предположить, что кто бы ни был новым президентом Соединенных Штатов, его курс ближневосточной политики будет немного более, я бы сказал, настойчивым, более, ну я не скажу агрессивным, но будет, возможно, какие-то будут попытки, так сказать, быть более энергичными в продвижении американских целей, несмотря на то, что Обама уже добился больших успехов. Главный успех — это, конечно, ядерная программа Ирана. Я думаю, что будет окончательное соглашение
И это вот действительно станет важнейшим, может быть, поворотом в ближневосточных делах, которые нужно приписать в качестве успеха нынешнему американскому президенту. И российскому, кстати, тоже. Это же все-таки шестерка была, где была и Россия, и США, где мы плодотворно взаимодействовали. Дай бог, чтобы так же было по Сирии. И вот на этой оптимистичной ноте я хотела бы завершить нашу беседу. Спасибо вам большое Спасибо. за вашу оценку.